Добрый вечер. В эфире «Региональные вести», в студии Лариса Шамаева, и в начале коротко о главном. Новые герои рынка. Особая благодарность Рамзану Ахматовичу Кадырову за ту поддержку постоянную и внимание. Благодаря этому у нас устойчивый рост, уверенность в будущем. В Чеченской Республике впервые выбрали бренд года 2025. Локомотив роста региональной экономики. У нас очень хорошие перспективы для развития. Особая зона Грозный находится на особом контроле у главы республики. Какие отрасли развивают на территории особой экономической зоны Грозный, узнаем у нашего корреспондента. Воспитать героев. Матери таких сыновей не плачут. Они говорят, он сделал как должен. В этом сила и правда. В нашем выпуске история женщины, воспитавшей достойных сынов отчизны. Рамзан Кадыров поделился новыми боевыми успехами с зоны проведения специальной военной операции. В своем телеграм-канале глава региона сообщил, что группа «Бати» и спецназ «Ахмат» демонстрируют весомые результаты в Харьковском направлении. Бойцы в очередной раз показали противникам, как правильно пользоваться дронами. Грамотный расчет, точечный удар, и от вражеского блиндажа с пулеметной точкой не осталось и следа. Враг рассчитывал отсидеться в укрытии, но не учел, что БПЛА с хорошим управлением – это не курьер, а приговор, подчеркивает в своей публикации руководитель субъекта. В столичной мэрии состоялось совещание под председательством руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики Галаса Таймасханова. На повестке был рассмотрен вопрос о социально-экономическом развитии городского округа города Грозный. С докладом перед официальными лицами выступил мэр Хасмагомед Кадыров. Он отметил значительное преобразование столицы субъекта в рамках разработанной концепции мастер-плана, представляющего собой стратегию улучшений с учетом демографических и пространственных факторов. Это рост количества жилья, образовательной инфраструктуры, дорожной отрасли и прочие объекты социальной значимости. Галас Таймасханов подчеркнул, что озвученные достижения – результат взаимного труда, инициированного руководителем субъекта Рамзаном Кадыровым. А подобные встречи – хороший пример другим городам и населенным пунктам. В соответствии с поручением главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, проводится комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности функционирования органов местного самоуправления Чеченской Республики. Под его руководством осуществляется обширная деятельность по социально-экономическому развитию региона и его территории, а также по улучшению качества жизни населения. Органы местного самоуправления республики активно участвуют в достижении национальных целей, реализации программ и непрограммных инициатив, а также поддерживают инвестиционную и предпринимательскую деятельность. Эти усилия способствуют развитию экономического потенциала муниципалитетов и регионов в целом. Глава республики особо отметил положительный опыт работы мэрии города Грозного, которая демонстрирует высокий уровень организации и результативности в решении задач, стоящих перед муниципалитетом. Их пример должен стать ориентиром для всех глав администрации муниципальных районов и городских округов. Опыт Грозного подтверждает, что последовательная реализация проектов, продуманная стратегия и вовлеченность всех участников процесса обеспечивают устойчивое развитие. Впервые в Чеченской Республике прошла региональная премия «Бренд года 2025», которая собрала лучших предпринимателей и производителей региона. Она призвана способствовать популяризации региональных брендов как на внутреннем, так и на внешнем рынках, созданию благоприятных условий для развития местных производителей товаров и услуг и расширению географии их деятельности. Какие же проекты получили признание, узнаем у Рабиат Гайтиевой. Это владельцы бизнесов, которые когда-то начинали с нуля. С одной идеей маленького цеха и первой продажи. Сегодня их труд в центре внимания на первой региональной премии «Бренд года 2025». Событие стало важной вехой в деле поддержки и продвижения местных торговых марок. Данная премия призвана способствовать популяризации региональных брендов на внутреннем и внешнем рынках, расширению географии деятельности
деятельности компании. За последние 5 лет количество малых и средних предприятий увеличилось в 2 раза. С приветственным словом к участникам обратился заместитель министра экономического и территориального развития Аслан Бакаев, подчеркнув значимость предпринимателей для экономики региона. Каждый субъект малого, среднего предпринимательства, каждый крупный бизнес, даже микропредприятие – это очень важная базовая составляющая экономики. Чеченская республика по всем основным показателям социально-экономического развития показывает положительную динамику, и в том числе в сфере МСП. Премия проводится в рамках республиканской программы «Поддержка и продвижение региональных брендов». Победители определялись народным онлайн-голосованием. Участие приняли более 65 тысяч человек. Если смотреть, от чего мы начинали и куда мы пришли, проделана огромная работа. И вам, как предприниматели, мы выражаем свою благодарность, поддержку. Мы за все, что от нас зависит, любую поддержку, которую мы можем вам оказать, будем оказывать, создавая тем самым свободную экономическую зону. Третье место заняло мороженое под брендом Айсдо. Один из самых узнаваемых продуктов республики. Качественная и вкусная продукция полюбилась не только детям, но и взрослым. А сам продукт уже представлен по всему Северному Кавказу. 2025 года бренд года я каратан дозолду. Война док масала дозоладу тонч охзах ет. Да мулаха хивай ночи чахвай марка яки завод чахуш хивай республик дюнена хазахиш республика еще продукт масана дуюхуш ночи продукт натуральный ююхуш да мулаха да гарье рюй республик завод бандул. Он да стан республика ха завод да цат республика экономия дикса голсун да стан республика завод мелхуле республика доллар дикохул. Главным победителем региональной премии стало крестьянско-фермерское хозяйство «Жейна» с более чем 27 тысячами голосами. Их специализация – разведение сельскохозяйственной птицы и производство натуральной мясной и молочной продукции. Награду вручил помощник главы Чеченской Республики Тимур Алиев, отметив вклад всей команды «Жайна» в развитие агропромышленного сектора. Мы не ожидали, конечно, очень приятно и волнительно. Особая благодарность Рамзану Ахматовичу Кадырову за ту поддержку постоянную и внимание. Благодаря этому у нас устойчивый рост, уверенность в будущем. А крестьянское фермерское хозяйство «Жайна» в лице руководителя Заргана Ахматовны Кадыровой, мы благодарны за присуждение нам звания «Бренд года 2025». Это очень большая ответственность для нас. В настоящее время даже для небольших и творческих бизнесов в регионе открыты широкие возможности. Здесь представлены работы народного художественного творчества. Это ковры ручной работы по технике мокрого валяния меха, а также работы из дерева. Это ясень, орех и многое другое. В центрах «Мой бизнес» Грозно можно получить консультацию по вопросам поддержки малого бизнеса, включая информацию о субсидиях, грантах и формах государственной поддержки. Много разных климатических зон. Много очень интересных продуктов и в горных районах, и на равнинной территории. В нашей республике очень много мастеров, которые сегодня передают свои знания, квалификацию по семейным традициям. И у нас в этом направлении есть уникальная возможность развития именно этих направлений и опять сохранить и развить уникальность разных промыслов нашей республики. Ярким примером успеха стал Лейчи Базаев, человек, который превратил семейную пасеку в международный бренд. Полностью смазать гнездо. Это природный антибиотик. 9-11 разновидностей природного антибиотика. Никакой микробов, бактерий уживаться. Начав с нескольких ульев, он вывел натуральный чеченский мед, который побеждает по качеству и вкусу среди европейских и азиатских конкурентов. Его продукция известна своим качеством, чистотой и верностью традициям. А вот это у нас степной молочай. У нас он идет как брендовый мед. Мы сейчас делаем ГОСТ на этот мед. И почему вот этот мед у нас брендовый? Во время СССР весь молочай уходил в Японию, уходил в Германию. Там очень много содержания йода, проблемы с щитовидной железой, железодефицитная анемия, пониженный гемоглобин. Прекрасный мед для этой лечебницы. Премия
премия «Бренд года 2025» показал, что в Чеченской Республике есть идеи, таланты и амбиции для устойчивого экономического роста. А государство готово поддержать предпринимателей на каждом этапе, от старта до экспорта. Рабиат Гайтиева, Саид Амин Мусаев, Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. Особая экономическая зона Грозный является мощным драйвером экономики республики. На ее территории созданы уникальные условия для бизнеса, налоговые льготы, упрощенные административные процедуры и готовые промышленные площадки. Уже сегодня там работают десятки резидентов, от перерабатывающих производств до высокотехнологичных предприятий. Линда Джамалдинова расскажет подробнее о важном инструменте для экономического развития. Искрящийся металл послушно поддается профессиональным рукам. Перед нами один из этапов превращения отслуживших деталей в востребованную продукцию. Первым делом нам поступает сырье из демонтированного старого газопровода, мы видим из строя. Мы эту ТПУ принимаем, нарезаем на первичные сегменты. Далее эти сегменты нарезаются на более мелкие. Чеченская Республика становится центром инновационных промышленных решений. На территории особой экономической зоны в городе Грозном действует первый в России производственный комплекс полного цикла по переработке бывших в употреблении труб. После резки трубы отправляются в исполинскую печь. Здесь металл, словно в горниле, накаляется до красна. Технологи внимательно следят за процессом. От этой термообработки зависит качество будущего изделия. Металл выходит готовым отсюда к новым превращениям. Особая экономическая зона промышленного типа Грозный создана в 2019 году. Она раскинулась на территории столицы региона на более 250 гектаров. Здесь имеются все условия для развития различных отраслей индустрии. На сегодняшний день статус резидента получили 10 предприятий. На сегодняшний момент она является единственной экономической зоной промышленно-производственного типа, которая располагается на территории Северокавказского федерального округа. Мы успешно реализовали в период с 2020 по 2023 годы первый этап реализации. В настоящий момент резидентами заявлено, что они планируют осуществить инвестиции в объеме 6,7 миллиардов рублей. На текущую дату уже вложено 2,2 миллиарда рублей. Также по итогам результатов работы планируется создать 496 рабочих мест. На сегодняшний день уже создано 210 рабочих мест. Одним из первых завершенных проектов стал Грозненский завод электрозащитного оборудования. Современное предприятие выпускает продукцию, критически важную для обеспечения безопасности на промышленных объектах. Производственные мощности полностью введены в строй. На заводе уже трудятся более 30 специалистов. И вот такие светильники тоже тут сами делаем. Разные светильники есть, не пропускают воду, очень хороший светит. Есть этот цех, который собирает светильники. На этой же территории будет действовать упрощенный таможенный контроль. Оборудованный пункт позволит резидентам возить сырье и материалы без уплаты пошлин, что значительно снизит затраты и ускорит запуск производств. В стадии активного строительства находится также завод Aren Investplast, который займется выпуском полиэтиленовой продукции и переработкой полимерных отходов. На площадке завершен монтаж фермы, идет обустройство кровли. У нас очень хорошие перспективы для развития. Особая зона Грозный находится на особом контроле у главы республики, у руководства республики. Поэтому мы максимально стараемся помогать всем нашим резидентам. Продвигаются и работы компании «Стеклострой», где будут выпускаться стеклопакеты. Здесь уже установили монолитный каркас. Каждое из этих предприятий – важное звено в промышленном росте Чеченской Республики. Всего на территории особой экономической зоны реализуется 10 инвестиционных проектов. Линда Джамалдинова, Магомед Басаев, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. Продолжается масштабная реконструкция улицы Айдамирова. В рамках работ проезжая часть будет расширена до 6 полос, что, как и ожидается, повысит пропускную способность дороги и обеспечит более удобное и безопасное движение транспорта. Также планируется обновление элементов дорожной инфраструктуры, знаков, освещения, светофоров и разметки. С рабочей площадки наш корреспондент Ахмед Рамазанов. Мы находимся на улице Айдамирова в Грозном, где полным ходом идет масштабная реконструкция. Еще несколько месяцев назад здесь были узкие полосы движения и старая инфраструктура, но уже сейчас видно, как преображается эта важная транспортная артерия города. Каждый день по ней проезжают тысячи автомобилей. Улица Айдамирова первой встречает гостей региона, приземлившихся в Грозненском аэропорту. Масштабная реконструкция здесь началась несколько недель назад, и уже заметны первые результаты.
Сегодня в столице Чеченской Республики мы наблюдаем масштабные стройки, в том числе работы по реконструкции дорог. На объекте улицы Айдамирова, где у нас реконструируемая протяженность составляет 3,2 километра, она будет у нас уширена до 22 метров, 6 полос движения. Здесь ведутся работы по устройству дорожной одежды, уширяемой части дороги, а также строительство новых сетей водоснабжения, газоснабжения и электроснабжения. Соответственно, данные работы в современных тенденциях нам позволят улучшить нашу дорожную инфраструктуру и, соответственно, создать современные условия для жителей города Грозного, так и для приезжих гостей. На участке протяженностью более 2 километров идут работы по расширению улицы с 4 полос до 6 с разделительными барьерами. Полная замена коммуникаций, новые водопроводные трубы диаметром 500 мм, ливневая канализация с современными коллекторами, умное освещение, 150 энергосберегающих фонарей с датчиками оснащенности, пешеходная инфраструктура, 4,5 километров тротуаров из гранитной плитки, 8 новых надземных переходов. На месте находится 70 единиц техники, 27 из них идут в эксплуатацию. 1 асфальтоукладчик, 11 катков, 5 тракторов, 3 бульдозера, 2 автогрейдера и 5 экскаваторов. Работы должны завершиться в ближайшие месяцы, пока же строители, несмотря на жару, трудятся в усиленном режиме, чтобы успеть в срок. Обещают, что обновленная улица Айдамирова станет примером современной городской инфраструктуры. И в данный момент уширение идет с правой стороны. Земляное белохчак, дорожное полотно, что-то отсыпка, гравий. Также на улице идет строительство нового моста, протяженностью которого составит 67 метров. На данный момент строители продолжают работу по фундаменту и уже виднеется основа. То есть уже у нас завершены работы по строительству 4 опор и уже начаты работы по заливке ригелей на этих опорах. Власти обещают, уже этой осенью улица предстанет перед горожанами в новом облике, современной, комфортной и безопасной. Айдамирова только начало. В ближайшее время в столице планируется реконструкция и других крупных улиц. Грозный продолжает меняться в ногу со временем. Ахмед Рамазанов, Шамсуди Жабраилов, Магомед Барханов, Вести, Чеченская Республика. Герои не умирают, они живут в памяти. Это история материнской любви, гордости и неизмеримой потери. В нашем выпуске мы расскажем о матери, воспитавшей настоящего героя. Ее сын стал примером мужества и отваги, но за эту славу пришлось заплатить самую высокую цену. Как живет мать защитника Отечества и что помогает ей гордиться сыном, несмотря на боль? В следующем сюжете. На этих кадрах 5-летняя Хутма Дадарова, которая еще не до конца понимает, что такое война, но каждую ночь поднимала руки и молилась за отца. Ахмеду Дадарову было 45 лет, 14 из них он отслужил в Росгвардии. После перешел в Министерство обороны России и отправился на специальную военную операцию добровольно. Погиб, выполняя боевую задачу, не отступив ни на шаг. На передовой он отличался мужеством и смелостью, выполняя сложнейшие задачи. Аллаху Акбар! В последние минуты своей жизни, будучи тяжело раненым, он повторял через рацию командиру только одно: с ним все хорошо. Кульсум Дадарова – мать, которая вырастила настоящих героев. Ее младший сын Али тоже военнослужащий. Сейчас он на передовой, выполняет долг перед Родиной и тоже не думает отступать. В сердце женщины нет скорби, а только гордость. И в ее доме не звучат крики отчаяния. Здесь живет память не как рана, а как основа. Да, dünya disteş, ehart loyalsan vezendel. Cigat ommel beş belkant, da mogshel loyal, da alsh boylish vezendel. Воз могшмерсен берс бойлиш vezendel. За большими делами всегда стоят чьи-то простые имена. В историях подвига есть те, кто провожал, ждал и держался. Соседи Кульсум Дадаровой говорят, что она сильная, ни плача, ни стенаний, только сдержанный взгляд и короткая фраза: «Я вырастила сыновей настоящими героями и защитниками Отечества».
خاصة عشوش يشتقين بولك أنتي مخكن بيدح خل تنخ دزل ديشيو. Ее сыновья выбрали путь военных, а она не сдаваться. Матери таких сыновей не плачут. Они говорят, он сделал как должен. В этом сила и правда. Мы рассказали одну историю, но она о тысячах. И если сегодня мы живем под мирным небом, значит, кто-то когда-то встал между этим небом и бедой. Лимда Джамалдинова, Ислам Нацуров, Вести, Чеченская Республика. В республике продолжается системная работа по повышению качества религиозного образования. В медресе Даруль-Хадис прошла очередная плановая аттестация преподавателей Корана. Специалисты исламских учебных центров продемонстрировали свое знание священного писания, методики преподавания и основ исламской этики. Медина Мударова подробнее. Участились случаи, когда некомпетентные лица, не имеющие достаточных знаний и должной подготовки, берутся за обучение священной книги. Это приводит к искажению смысла и, как следствие, формированию у учеников ложных знаний. Чтобы избежать этого, в Чеченской Республике регулярно проводится аттестация преподавателей. Этот процесс начался по инициативе главы Чеченской Республики и курируется муфтием региона Салахом Хаджи Межиевым. أتشو أودي داقة قرآن ديش لوق عام لوق تجويد ثاني حول أولش داقة ويمس أنا مخا أروي قام دين ديش قرآن ديش تنسلارن برشخلرنا مديك دوق لولا حيوق ولا حيوق دقو تشو حيوق أولي تيجبيرش دادو غيتر دابولا ح بين كيتشم جوغ خل خز كيتشنا خل условиш дика хол дала хюр швега отсал уровень йоч хилерна цо беш бол пайдал цунг дол что зи алсам хулш цундела ваймахка ишт бол дабуада ميتشا شيبير دادغيت بوينا تون سيرتيفيكات خيل شاني هر خو شوتيا يا خو شواتيا ميجا دوتيا ميجا داستيا قلنا بوخشا تيك ويلا سيزشا قرآن ده حيوش بالشيرة وروين لقر يولوشا خزا بركة بول خربو قناخ دا المغلع. В стенах медресе Даруль-Хадис имени Салауди Межиева собралось около 300 преподавателей священного Корана. Сейчас для них проходит первый этап, где предстоит дать развернутые ответы на 10 сложнейших вопросов. Экзаменуемым дается 1 час. Вначале проводят инструктаж и дают напутственные слова. Далее последует практика. Это применение правил произношения. Из аудитории участники выходят в хорошем расположении духа. Отмечают, для тех, кто действительно уверен в своих знаниях, вопросы сложными не покажутся. Минкайл Сабиев преподает священный Коран с текущего года. Несмотря на небольшой срок, обучение у него проходит около 20 учеников. بويش حيخر خوشنا عشت داشته شده حیوش مهتاشه هون حیوش دو شی وچینی کو خدچی اشتغلت تنها پروستیل چی تون جوب تلا خدیزه و قرآن مو قاتچه میچنی قل قاتچه و قرآن اشتوا پیامرس. Обучение священному Корану – это одно из самых благих дел. С каждым разом преподавателей становится все больше. Результаты аттестации будут известны лишь через неделю. В случае успешного прохождения и получения удовлетворительных оценок аттестуемые получат соответствующие документы и смогут преподавать священный Коран на законных основаниях. С 2021 года в регионе реализуется уникальная программа аттестации, инициированная муфтием региона Салахом Хаджи Межиевым. Более 1000 преподавателей прошли тестирование и сдали итоговые экзамены. Это позволило создать единые стандарты коранического образования, повысить квалификацию учителей и укрепить связи с ведущими исламскими учеными мира. Медина Мутарова, Шамсуди Джабраилов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.